Многие таджики это обсуждают, возмущению нет предела. Подписывайтесь на обновления, будете в курсе всего самого важного. Президент Садыр Жапаров заявил, что присвоил звание Героя Баатыра Кыргызской республики главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за возвращение кыргызских земель в соглашении с Узбекистаном. Об этом он сказал 12 мая на встрече с кандидатами в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу. По его словам, делегация во главе с Ташиевым в течение 1,5 лет выезжала в Ташкент, и усилиями главы ГКНБ удалось вернуть участок Гавасай площадью 19 гектаров, который во время СССР передали Узбекской ССР. Участок Гавасай находится на территории села Кокташ в Алабукинском районе Джалал-Абадской области и используется как пастбище. Эти земли вернулись с большим трудом. Да, были споры, конфликты, стороны даже разбрасывались папками и уходили с матом. Поэтому я присвоил ему звание героя, так как его вклад остался в истории. Многие при этом писали, что президент присвоил звание своему другу, но хочу отметить, что история даст свою оценку, отметил Жапаров. Высшую степень отличия Кыргыз Республика Сынын Баатыры главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву присвоили еще 1 сентября 2022 года. В указе, который подписал тогда президент, говорилось, что награду Ташиеву присвоили за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана. Жапаров говорил, что присвоил звание героя Ташиеву за то, что глава ГКНБ остановил конфликт и примирил народы во время событий, которые угрожали единству кыргызстанцев. При этом Садыр Жапаров не пояснял, о каких событиях идет речь, поэтому такая ситуация вызвала волну хейта, особенно со стороны таджиков. В конце 2022 года президенты Кыргызстана и Узбекистана подписали законы о ратификации договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках государственной границы и соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского Андижанского водохранилища. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы считаете, заслуживает ли глава Камчыбек Ташиев такого высокого звания? Ведь многие даже внутри Кыргызстана хейтили эту идею за то, что он, по сути, ничего не заслужил. Эта работа велась еще до него. То, что он вовремя просто пришел на эту должность, ничего не значит. При этом, что конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном только разгорается и никак его не решаются. Много обещаний, но по факту дело практически не сдвигается, только разгораются конфликты и теряются человеческие жизни. Разве человек, который на другом участке границы такое допускает, достоин такого звания? Как вы думаете? Или то, что его наградили даже за маленький кусочек, уже неплохо? И как вы думаете, есть ли у нас в стране люди, которые достойны такой же награды? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!